Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. Разрешите сразу обратиться к официальной туркменской делегации и ответственным структурам ОБСЕ. Что предлагается предпринять по ситуации, создавшейся вокруг активистки и журналистки Султан Ачиловой? Давайте переходить от слов к делам. Летом ее вновь не выпустили из Туркменистана. Этим же летом не выпустили мою сестру. Оказывается, запрет ниязовского режима в 50 лет наложен на выезд всем членам моей семьи и моего мужа. Что, придется стать долгожителями? Второе. Есть решение ООН по погибшей в тюрьме активистке, журналистке Огулсапар Мурадовой о немедленной реабилитации ее имени и других обязательных действий. Что делается в этом плане? Правительство туркменское в курсе и о решениях Европейского суда по кейсу Хаджиева. Где реабилитация? Все ждут, что президент ее начнет. Нет. Именно Туркменский институт по правам человека, по демократии и правам человека для того и создан, чтобы инициировать выполнение подобных решений. Сейчас есть возможность создать прецедент и пересмотреть косяки прежнего режима. Ну и для сидящих в зале, кто не в курсе, спецслужбы и главный прокурор, которые шили подобные дела грязными нитками, впоследствии сами же и попали под ими же созданную репрессивную машину. БДИПЧ предоставляет платформу для диалога официоза с активистами. Так давайте начнем его. Который год мы приезжаем сюда, чтобы поговорить с официальной делегацией. Но ее окружение, например, в том году повело себя не как дипломаты, а как бодигарды из дешевого боевика. Странно, что вы стоите в стороне. Мы вас знаем как адекватного, грамотного специалиста и, уверяю вас, наш диалог не займет много времени. Кстати, господин Дезиров мог бы посодействовать в этом. Надеемся, Спасибо. очень надеемся на благоразумие, понимание и сотрудничество. Спасибо.